пластик. Одна коробочка. С Богом. Похромали потихонечку. Привет, ребята. Ну что, поселок Таежный, деревенька, глубинка, декабрь месяц, ребят. Зимняя рыбалка в самом разгаре. Сегодня очередная рыбалочка с ночевкой, по жерличкам, по щуке. В общем, как мы любим. Собрался с Мишаней, еще один товарищ из города, которого я не знаю. Мишаня уже упылил где-то возле реки, ожидает меня, а я вот прощаюсь с поселком и уже ухожу, ребят, на буранку. Ну, как сказать, буранка не буранка, снега до сих пор нету, друзья, очень сложно. Ну а так в целом сегодня иду на своей. Как бы можно было уйти на одной технике, но будем в разных местах. В прошлую рыбалку уходишь вот эти километры лишнего. Лучше покатаемся. Да, тем более пора уже, пора. Снега только нету, ребят. Покажу немножко, как получилось. Полный модуль загрузил. Ну здесь кухня, потому что что-то Мишаня везет. Вот его и следы, палатку, печку он везет. А у меня здесь что-то свое, плюс кофр полный, 600, ребята, фалар. Готов к бою. Все, ребят, прощаюсь с поселком и ухожу в поля. Смотрите, видите, до сих пор песок. Вот это вот напрягает, конечно, но как-то так в этом сезоне. Приходится аж ползти, ребята, потому что, во-первых, все вот это все это промерзло, как кость стала. Ну и снега нету, соответственно, сильные удары получаешь по корпусу, подвеске, по модулю. В общем, аккуратно, ребята, поползем. Сегодня тепло, минус 10, красота. Приезжаем. В общем, ребята, темно, ничего не видно, все равно вам показать. Так что увидимся у реки, переезд, наверное. Миша там будет ждать. Следы, кстати, есть непонятные. Какой-то вездеход проехал. И, по-моему, еще какая-то техника снегоходная. Потому что следы у Миши я знаю. Все, ребят, увидимся на речке.
В общем, ребят, на озере у нас здесь два фонарика еще по краям, в конце, куда я именно хотел заехать. А Мишанька вчера здесь приезжал, выставлял жерлицы в ночь. И у него 6 сработок. 6 сработок, друзья. Так что места заняты, я так понимаю, будут. Надо будет посмотреть. 6 сработок у Мишани. Ну, что-то вымотка непонятная. Ну, что-то поклевало. Так что... А вон там у него еще сработка. Короче, ребята, надо будет думать, куда выставляться, потому что опоздали немножко. Ну, Мишане подряд тут все пощелкало. Ну, тут щука есть 100%. Ладно, ребят, прокатимся, посмотрим, что вообще, как пойдет, куда можно будет залезть. Ребята, я добрался до точки. Все-таки я буду 3-й раз здесь, ребят, рыбачить в этом пятаке. Озеро, кстати, небольшое, но есть свои какие-то привилегии, какие-то приколюшки. Все равно какие-то понятия по месту лова. Так что с краю какой-то каракат. Смотрю, в центр ребята приехали. И Мишаня собирает свои жерлицы. И, наверное, он сюда сместится. Короче, сегодня у нас 3 команды, я так понимаю. Кто-то в ночь, кто-то не в ночь, не знаю. Но мы сегодня с ночевкой, и уже рассветает, ребят. Я на точке. Потихоньку начну разбуривать, выставляться. Так что здесь уже щуку я ловил. Вы видели, друзья, кто смотрел. Но опять же надо что-то экспериментировать. В прошлый раз берегом брал. Что-то середина, есть какое-то понимание. Сегодня прям хочу сильно разгуляться, так как если будет сработка, бежать мне не стоит. Завел, спокойно доехал и нормально. Буду делать большие расстояния. Возьму пятачок по максимуму. Понеслась. Так, ребят, ну что, начнем потихоньку, помаленьку. Так, сумочку достаем. Обязательно полотенышко. По щучьим рыбалкам без полотенца вообще неудобно. Так что погнали. Погода самая такая, что ни на есть щучья, ребят. Ну, я имею в виду жерличная. Живец, плотва, друзья, но очень мелкая. Сейчас были морозы у нас хорошие. И
Не было возможности съездить. Ну, холодно, надо было палатку брать, куда-то ехать. На машине не проехать, а на технике тоже. Прям не кайф. Так что недалеко от деревни ездил. Немножко подловил. Ну, мелкая плотва, ребят, вот такая. Есть, конечно, там пару таких хороших сорожен. Но даже не средняя. Мелкая. В общем, начнем. Начнем, друзья мои. Потихоньку сейчас расставимся. Как раз уже рассветает. Дело уже к выходу. Все так же на двойничках. Красота, в общем. Пока щука идет, надо ловить, потому что до Нового года, ребят, потом все, уже пойдем за налимом. Раз, два, три. 3 оборотика. Понеслась душа в рай. Тарарарарай. Та-та-тарарарай. Вон, смотрите, ребят, какая плотва, видите? Очень мелкая. Ну, как говорится, за именем и это пойдет. Карася уже неохота было покупать. Все-таки плотва мне больше нравится. Все, закапываем. Погнали дальше. Порядком, ребят, уже рассвело. Ставлю середину. Край, смотрю, у меня загар. Есть первая сработка. Хотя время еще такое рановатое. Но сегодня тепло, были морозы, давление, ребята, было страшное. 700, что-то 80 там с копейками, представляете? Просто труба. Есть первая сработка. Я вот не помню, здесь у меня живец. Какой у меня пару ельцов таких было, друзья. Я их туда же. Блин, еще лопатку оставил на том месте. Мотает. Мотает, друзья. Утренний загар. Сколько у нас времечко-то? 8:30. Классно. Кстати, Мишаня шуманул, сказал, что вот ночные сработки у него 6 загаров. Я же там ушел, уехал потом. У него, получается, щука попалась на трешку. Так что Мишаня взял хорошую щучку. Уже с уловом, так скажем. Трешка это добротно. Ну и что тут у нас? Подождем. Что-то походу мелкое. На что, на плотву? Да, на плотву. А, слушай, на большой что там? Клюет? Вообще не клюет. Вообще тоже не клюет. Живца из. Ванька рыжий ее Смирнов говорит, блядь. Да и пиздец, батя. Ну, говорю, небольшая. Идет. Как-то даже вырвал у нее в пасти за ус. Первая есть. Парни приехали с деревни, катаются, хотят окуня искать. Ну вот, друзья, первая сработка. Первая щучка. Грамм 800 такая. 700.
А заберем. Так-то можно было отпустить, скажем. Потому что сбоку крючок. Как-то она взяла живца, непонятно. Я дернул резко. Ладно, что, идем дальше. Первое есть. В общем, ребят, первый комплект поставил. У меня там 9 штук. И вот сейчас еще один комплект. Тут разные, разнобой у меня. Разнобой. И такие, с чего начинал, короче. Я же раньше как покупал поштучно. Сейчас все переделано, у меня все по уму. Дошел до такого, что ну прям все классненько, четненько. Леска 0,5, друзья, оливка 10. На озере можно и меньше, течения нету, но я на речке рыбачу, уже где течение. Стопорочек сейчас ставлю, поводочки, двойнички. В общем, все доработано так до мелочей, что уже прям приятно рыбачить. Где-то бубенчики, ребята, у меня стоят. Флажочки переделаны, новые. Вот так вот. С термоусадочкой, хотел сказать. Светоотражающей лентой. Ну, бубенчики так ставил. Ну, это когда стоишь где-то там в палатке, ставишь, вот тоже помогает. А так, в принципе. Так. Раз, два, три, четыре. Повыше сегодня буду поднимать. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот единственное, не заводские, самодельные поводки. Петельку надо чуть побольше делать, потому что вот где-то двойник жало большое и не залазит. А так все устраивает меня. Ну и плотва, ребят, плотва и лец. Короче, плотва очень мелкая. Очень мелкая. Вот такая, смотрите, друзья. Ну, кто-то скажет, что самый ходовой живец, но я что-то привык чуть-чуть побольше, как будто. Вот видите, вот тут немножко нюансик. Надо подсовывать. А так-то все классненько. Леску ставлю зеленую, чтобы видно было на снегу ее, когда вырубаешь жерлицы с ночи. Бывает промерзает, что видно было хорошо. Все, братцы, идем дальше. Сегодня как-то так петляю по-разному. Ну, взял, стукнул берег. Первая сработка. Так что берег надо тоже ставить. О! Фух. Ветерочек, ребята, такой поддувает. Неприятный. Плотва, ребята, очень маленькая. Жаберная крышка, соответственно, тоже небольшая. И вот почему на двойнике они не подходят особо. На тройничок, да, можно было зацепить. На двойниках и так живет не особо хорошо. Плюс такая маленькая, что ей будет очень не здорово. Ну что есть, то есть. С живцом проблема опять. Уже леску 0,07, ребят, маленькую мормышку. Вот так как-то искали этого живца, чтобы была рыбалка по щуке. А так на плотву я перестал ездить. Больше нравится вот мне такая рыбалка. Ну все, ребята, выставился я. Ну, примерно где-то 20 жерлиц, ребят, выставляю в час где-то. Плюс-минус. Вот в одного. Может чуть больше, может чуть меньше. По-всякому бывает. Короче, ребят, какой раз я здесь уже в этом углу. Вот сейчас уже время, самый такой пик. Вот одна сработка была, 8:30, и все. И тишина. Пока ставил, больше ни одной сработки. 20 жерличек, ребята, вот так получилось. Вокруг и в центре. Ну, здесь я хорошо, конечно, порыбачил. На это место, этот край мне хорошо дал щуки. Если так посчитать, то порядком больше 20 с этого места я уже забрал. Первый раз мы приезжали на вездеходе.
За рыбалку с ночевкой было поймано 17. В общем, 5 штук я отпускал, 12 забирал. Потом еще одна ночевочка, ребят, здесь плоховато было, 4 всего поймали. Ну и оставлял в ночь, точнее в 2 ночи. И забрал здесь еще 6 штук. В общем, 22 штуки, ребят, с этого места щуку я забирал. Понятно, что, наверное, местечко подвыбито уже. Да я сегодня и хотел, ребят, в другое место, вот так чисто ради эксперимента, потому что, ну, надо менять, озеро большое. Щука, она же тоже стоит. Понятно, что она здесь перемещается, но массово я здесь поймал, потому что было понимание, когда выставляешь и сразу стреляешь, что щука здесь стоит. Ну а сейчас вот как-то так. Не знаю, правда, как у ребят. Мишаня, смотрю, переехал окуня тоже ловить. Ну а мы посидим, посмотрим. В общем, последний раз, ребят, в этом месте. Да и вообще на озере до Нового года рыбалка. Потом переезжаю на реку. Соответственно. Так что пару раз, может, еще сгоняем и будем заканчивать с озером. Будем уже перемещаться на реку. Можно было, конечно, уже начинать, но с таким снегом никуда не проехать. Ну все как на ладони. Красота. Дал сильное расширение, я имею в виду расстояние между жерлиц. Ну, берег, конечно, я сделал край. И первая сработка у нас как раз именно берег. Все, сейчас можно присесть спокойненько, попить чая. Красота. На технике, в общем, съездить до Мишани, приехать как бы. Сейчас не надо бегать, ходить. Все в аккурат. Ладно, огонь. Ну, посмотрим, что, как она будейка сегодня. О, ребята, красота, просто красота. Ну что, ваше здоровье, будем за рыбалочку, посмотрим, что сегодня нас как порадует. Ну, Мишанька уже хапанул бонуса, трешечку, говорит, взял. Кстати, смотрю, много лис приходило после последних рыбалок, живца накидал и много лис, смотрю, следов очень много. Ну, понятно. Мы сейчас частенько начали замечать. Вот рано утром еду на деревню, на рыбалку. И каждый раз замечаем лису в начале поселка, около трассы, короче. Весь хищник возле деревни. Волки опять вышли. Здесь раньше, кстати, был проход волков. Была тропа. Не знаю, что-то в этом году не вижу пока. Может, где-то там дальше. По болоту, может, шагают. Но здесь, да, они переходят именно вот этот край и идут уже на деревни. Здесь было замечено. Красота.
тишина. Самый такой пик, ну, сработок нету. Не знаю, что-то парни там, смотрю, переезжают. Может, у них что-то там стрельнуло. Сейчас езжу до них, посмотрю. Снежочек небольшой мокрит. Но это хорошо, ребят, что у нас должно уже снега-то вот, блин, а тут вон, видите, что творится. Кстати, по сезону, ребят, в начале сезона я взял обновочки себе Ларисе Юрьевны, новые сапожки от компании Каблан, друзья. Ну, походил, в общем, ну ничего, мне зашли. О, флаг, ребята, только сказал, и флажочек. Красота. В общем, нормальный, ребята, аппарат. Мягенькие, удобненькие. Отдельная подошва, что немаловажно. Ну и производитель указывает, что 60 минус. Так что я, правда, в такие температуры не попадал, хотя бы за 30-ку. Но в 20 градусов сидел на льду, ноги не мерзнут. Шикарно, ребят. Чулочек заказывал по Валбересу. Пришли. А у супруги такие синие, а вот у меня вот такие черные. Короче, плюсую, ребята, потому что вездеходы мои развалились уже, все кривые, косые. Я не знаю сколько там, 4 сезонов, 5 сезонов, наверное, ходил у них. И, короче, решил поменять, в общем, нормально. Ссылку оставлю, ребята, если что, смотрите, как бы, мне понравились. Погнали смотреть сработку. В общем, не берег и не середина, ребят, как бы. В общем, край, короче. Край сработал. И прям на глазах. Только сказал, что нет сработок. И на, пожалуйста. Наплакал. Мотает, ребят, мотает. Такая система, ребят, что на двойники как бы спешить как будто бы и не надо. Ну и переждать тоже можно. Вот это такой момент надо тоже понимать. Когда щука, когда она активна, она жрет прям, глотает прям нормально. А бывает, что вот она не активна и немножко капризничает, бодает его, тянет, ну не заглатывает, выплевывает, получается. Пока шел, мотало хорошо. Не знаю, как будто забирает. Стою, ребята, здесь жду. И у меня прям возле мотособаки щелкнул. Походу выход пошел. Вон там сработка. А здесь что-то тишина. Ладно, будем проверять. Походу выплюнула, ребят. Ага. Выплюнула. Живец небольшой, а щука капризничает. Ладно, что, пойдем туда. Прямо возле мотособаки, друзья, флажочек встал. Тут что у нас? Вот тут и живет живой еще. Бодануло чисто, друзья. Вон, видите, бабам. И все. Мелкая щука. Мелкая щучка. Че, будет работать? Что? Работает. Пускай работает. Он даже не вымотала. В общем, сразу две сработки. Ну, сработки холостые. Или щука неактивная, или просто мелкая, ребят, осталась, которая здесь, и все. Хотя озеро очень большое, щуки здесь много. Так что посмотрим. Сейчас гоняю до парней, что там у них, как дела вообще.
Только хотел поехать, ребята, и у меня флажочек встал. Получается, у меня сейчас это стреляло. Берег стрельнул. Берег, бережной. Что ты нам принесешь? Щучку принесешь. Берег бережной. Только хотел поехать, смотрю, бам, встал. Ну не знаю, может выход реально пошел. Подождем, что. Мотала вроде чуть-чуть-то. Небольшая, ребят, такая же. Ну как, киушечка пойдет. Сегодня, видите, друзья, она хватает очень плохо. Все, он за губусику. Такая же. Чуть побольше, может. Ну чё, хоть так. Как-то так. Сейчас 3 подряд сработки. Это что-то говорит, ребят. Это выход. Значит. Вот такая плотвичка. Бомба. Бомба. Ребята, бомба. Это бомба. И опять же непонятно, что сработало. И серединка, и край, и берег. Раз, два, три. Тут катушка большая, здесь 3 оборота. Да, и щука видно, что не глотает. Засекается просто. Значит, подсекать надо, короче, ее здесь сегодня. И я не знаю, ребят, живец, конечно, просто мелкий. Просто, я даже не знаю. На таких не рыбачил, наверное, никогда даже. Вообще малыши. Пойдет. Пойдет. Ну, наверное, такая чуть покрупнее. Ребят. Такая. Грамм 800-700. Щучка. Вот такая плотвичка. Вот сейчас ждать, не ждать, друзья. Только хотел, сидел, скучно было, час, сработок не было. Только хотел поехать и смотрю, бам-бам, 3 подряд. Парни окуня ловят, может окунь клюет. Хотя погода такая, не окуневая нифига. Так, живца не буду катать, потому что давай в копилочку. Ну вот покрупнее чуть, ребятки. Чуть-чуть. Что, 2 штучки есть. Начало положено, как говорится. Съезжу, прокачу. Заодно шуману. Бывает, по траве прокатишься и сработки. Мешайки вот такая малышка. Ну да, 3. Трешечка. 3 есть, да. Вот.
Завесим, потом посмотрим. Передвигается, ребят, тоже тафоварщик. Стандартная комплектация. Я начинал с такой техники. Вот тоже ящик сделали. Катался я на таком, да. Потом поменял на лонг. Сейчас на 600-м. Нормально, пойдет. Отбойничек сделали сами. Молодцы. Открывается еще. Андрюх, О, сними пацана и, ну, чтоб был в кадре. да. Че, как тебе техника? Нравится? Смотрю. Скажи что-нибудь. Сам смотрю, гоняешь, молодец. Нормально, молодцы. Папка, с папкой гоняешь, да? Да. Папкин сын. Вот мы ездим. Сколько годов? 11. 11. 11 лет, все. Лютый рыбак. Молодец. Да, сейчас можно. Покажи, что есть Настя. Ну покажи, что ты стесняешься? Ну не стесняйся. Да, Покажи, в ютубе будешь. Купил себе удочки. молодец, молодец. Да правильно, Ящик правильно, что? купил. Чё? Чем дома сидеть за Молодец. компьютером, да? Конечно. Лучше с батей, вон, покататься. В Молодцы. этом году, надеюсь, мы это самое выскочим. На Печору, да? На лютую рыбалку. Вот это правильно. Сало у меня мешанька копченая. Сейчас достану сальцо под закусочку. Хлебушек. Ну, какое сало. Ты все переселение сделал, здесь лучше клюет. Здесь рыба есть. Давайте, мужики. Давай за рыбалочку. Давайте. Барбос, твое здоровье. Чай наливай, он привез. Там, кстати, этот Алена Сергеевна пирожки спекла. Можно попробовать. Слушай, там похуй будет. Ну и все, что ты. Не, базар другом. Мне главное, чтобы собрали, подключить, то все равно другой диагноз будет включать. Ну, проводку хует, диагноз. Можешь эту третью с собой забрать. Они все. Погода, ребята, вообще испортилась. Поймали здесь даже плотву. Давно уже ее тут не видели. Погода страшная, конечно. Вообще, ну это буря, мне кажется, сделает дорогу вообще на все рыбалки в дальнейшем. Поймал здесь 2 окуня сейчас. Парни тут вообще веселятся. Молодцы. Балдеют за всю Ивановскую. Молодца. Красавчик. Очки бы одел, слушай. Снега очень много метет. Одень, одень. Давай. Попер. Дал-дал, ушел, говорится. Так. У нас, короче, борьба за этот, как его, за место. За щуку. За место прибытия. Давай, 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 За давай. лунку. Крючок, крючок делать надо. Крючок, ребята, делать. Мишаня. Поднимай руку, ёпта. Локоть-то прижатый. Так, все, сдался. Че ты Красавчик. сдался? Че сдался? Давай по левой. Нет, ну, не, левой не буду. Давай по левой. Красавчик, сильный. Давай еще раз. Правой. Опять правый. Да? Ну-ка, давай я выставлю вас, ребята. Так, у вас, в принципе, у вас все одинаково. Руки маленькие. Так, крючок взял, крючок взял. Все, пальцы поднял, пошевели пальцем. Ага. Все. Так, этот, ты как сидишь? Так, на корках. Ты тоже на корках, да? Рука где у тебя, Миша? На коленке, Миша. Так будет плохо, мне кажется. О, ноги уперты не будут. Он тебя сдавит туда. Ну ладно, понял. Раз, Всё. два, три. Пошло. Погнали. Держи, 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 держи. Да держи. Раз, два, три. Да не держи просто, держи. Миша удушит просто тебе терпением. Держи пока, не ломай. Просто подержи.
Давай. Ну не может быть такого. Давай. Держи, давай. Все уже должен ломать. Давай, ломай. Мишаня, не шевелись. Так, ну все, Мишаня, короче, тебе сейчас задавит. Ну все, сдался. Ты сдался, блядь. Да это все хуйня, поверь О, мне. молодец. Дай пятюню. Красавчик. Давай это самое. Сам достал, да? Там запутано немного. Да батя разберется. Вот смотри, еще сработка у бати. Давай 5. Молодец. Сам прокатился, сам достал. Молодец. На тополарчике двигается. Красавчик. 11 лет пацану, да? 11 лет пацану, говорю. Вот так вот, друзья. Я Андрей, Ну-ка показывай. Во. Нормально, слушай. Пойдет. Первая щука твоя. Ну, за зиму, да. на зимнюю уже длится, да? Молодец, поздравляю тебя. Спасибо. С этим делом пойдет у тебя рыбалка дальше. Будешь потом понимать, чувствовать, любить и уже будешь сам потом. Тем более папка сказал, сам поставил, говорит, все Сам поставил, это его, все его. Молодец. О, красавчик. Заглотила. Молодец. Красавчик. Давай, Так, ребят, молодое поколение, это очень радует. Я свою дочку сам тоже приучаю к рыбалке и так далее. Так что это круто. Молодцы. Каракаты, ребята, ползают. Сегодня у нас веселая рыбалка вообще на самом деле. Молодцы. Чисто за пацана просто респектую. Чисто за пацана. Нам уже кому-то не наливать, походу. Да, ребята, погода вообще испортилась, конечно. Вообще сработок нету, смотрите, за вечер, за день. У парней там что-то были сработки, там у парней были сработки, там, короче, не знаю. Я приехал за вещами. Надо ставить палатку к вечеру. Ну, а сегодня вот так разнобойно, конечно, получилось, то что ребята там, я здесь. Ну, благо на технике как бы двигаемся. Снег, ребят, валит, смотрите какой. Это, конечно, круто, то что дороги заметать будет. Ну, блин, с работы-то не одной, ё-моё. Как так-то, а? Печаль, блин. Для начала заеду в Бобров, посмотрю, ребята, как они тут живут. Ну, лисы, конечно, навещают, вопросов нету. Он прям как карабкается. Здесь такие ручьи у бобров. Так, тросик натянулся. Опа. Мало немного здесь. Тайга, конечно. О, даже копала, смотрите, ребята. Копала даже. Лиса приходила или волк. Не могу понять. Не, лиса. А так вот здесь бобровые хаты, ребят. Бобриная хата. Здесь они, смотрю, березу копали.
Да-да-да. Здесь они живут, семья большая. Молодцы. Вон по большой воде срез старый. Запахи идут, конечно, капитальные. Смотрите, какие заводи. Вот она копала здесь. Ну, понятно, что не докопаются тут. Смотрите, какая хата. Охренеть. Вот такая, ребят, хатка, смотрите. Тут целая береза растет, они прям ее обвалили. Охренеть, да? Четкенько. Когда большой мороз, тут пар даже выходит. Видите, вот эти проталины, это пар от двора. Нормально. Сейчас туда съезжу. Ух, метет-то как хорошо. Здесь тоже вот леса ходят. Вот там еще одна хата. Вот она, вот проход у нее. Вот она, ребят, видите? Но кочки такие, что не проеду, наверное, туда. Вот еще одна хата большая. Все здесь болотина такая, у них здесь ходы везде такие подо льдом. Так что вот это еще хата, ребят. Здесь бобра очень много, и они тут живут. Вот как-то так, ребята. Блин, сработок нету, ё-моё, блин. Обидно. Ладно, чё, к вечеру, может, постреляет под сумерком. Пока непонятно. Сейчас шугану здесь чугу. Да, нету ничего, ребят. В общем, ребята, рассказываю наперед, на будущее и так далее. После того, как я вам показал бобровые хаты, время оставалось 40 минут до завершения светового дня. На севере он очень короток. В данный момент всего лишь 6 часов светового дня. Нужно было ставить лагерь, готовить палатку, печку, спальные места и так далее, потому что все остальное это темень. Я поехал на свой угол забрать свои вещи. И возвращаясь к ребятам, где у нас будет установка лагеря, я почувствовал вибрацию очень мощную. Ну, через секунд 5-6 совсем торможение машины, техники. Я не понял, я думал, что оборвалась цепь. Но в конце, ребята, я поломал вал. Ведомый вал, который ведет всю гусянку с крайней стороны, где идет цепь, его поломало полностью. Камеру, ребят, в карман, сами понимаете, что небольшой шок, небольшие непонятки, да как так и так далее. Ну, с валом, ребят, отдельная история, я вам потом немножко подробнее расскажу. В данный момент, ребят, надо было что-то делать. День заканчивается, и все же приехал за мной Мишаня, привез на точку, разгрузились и начали ставить лагерь. Палатка, печка, дрова, друзья. Это самое необходимое, что без вот этих удобств, ну, просто будет тяжело, и, соответственно, мы как бы забили на все проблемы, точнее, на мою проблему, начали устанавливать печку, палатку, растопили, приготовили дрова, и я, ребят, спокойно сел и начал мониторить вообще, что и как и почем. На озере, кстати, есть, как раз в начале озера есть небольшая связь, можно дозвониться, и
Палатку поставили именно там, чтобы можно было взять телефон и набрать того или иного человека, потому что до озера не ближний свет и опять же нету снега. Техники у ребят еще стоят в гаражах, потому что многие не доставали, еще не ездили. Я, в общем, сел, друзья, спокойненько и начал думать. Впереди ночь, и я поломан и так далее. Ну, все же успокаивает, что лагерь на месте и тепло и хорошо. Но что будет дальше, друзья? Что будет дальше? Это будет просто жесть. Я вам предлагаю, ребят, посмотреть первую часть, подписаться и не забыть за вторую, потому что на этом история заканчивается. Вторая часть для меня была катастрофа. Всем удачи, ребята, и на связи.